Добавленная стоимость, увеличение сырьевой базы, кооперация – основные направления, работая над которыми бизнес и государство смогут поставить на ноги некогда пришедшую в упадок промышленность. Производство в Кыргызстане есть, но оно мелкотоварное при слабом страновом брендинге. И только государство в силах эти проявления масштабировать. Об этом сегодня говорили на первом заседании Комитета по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете устойчивого развития. Несмотря на усилия, предпринимаемые государством, нам всем известно отсутствие реальных результатов по развитию промышленности. Согласно отчетам госорганов, создается впечатление, будто сам бизнес не хочет заниматься промышленностью. В то же время был проведен опрос о том, что мешает нашим предпринимателям и иностранным инвесторам открывать новые производства и создавать новые рабочие места. И у них отличное от правительства мнение. А ведь это именно государство должно приложить усилия, чтобы стать реальным партнером бизнеса. Тогда бизнес станет равноправным участником процесса развития. Сфера промышленности, отметил глава государства, остается в тяжелом состоянии. Технологии развиваются, и конкуренты их активно используют с тем, чтобы уменьшить ручной труд. В ход идут абсолютно новые материалы, умная логистика, реализация через электронные рынки. Все это снижает себестоимость товара, и конкурировать становится сложнее не только на глобальном, но и на региональном уровне, в том же ЕАЭС. У нас есть такие отрасли, как легкая промышленность и переработка сельскохозяйственной продукции, традиционно имеющие огромное значение в развитии нашей страны. Они относятся к секторам, обеспечивающим население рабочими местами и доходами. И ведь именно эти отрасли отличаются своей сравнительно низкой капиталоемкостью. Если мы окажем им господдержку, то сможем получить отдачу в разы превышающую каждый вложенный сом. Главное условие развития данных сфер за короткий срок – это привлечение инвесторов, способных предоставить рынки сбыта, привести новые технологии и оказать помощь в создании своего промышленного потенциала в будущем. С 1998 года промышленность страны фактически оперлась на такой столб, как Кумтор. Из 9 миллиардов за счет добычи цветных металлов всем приходится именно на Кумтор. И менее 2 на все остальные месторождения. Когда запасы Кумтора истощатся, для страны это будет чувствительно. Его удельный вес составил 9% от всего объема поступлений налогов или 51% в общем объеме поступления от промышленности. Без Кумтора доля поступления от остальных золоторудных месторождений составляет всего 1,3 миллиарда сомов. Даже с учетом перспективного развития горнорудной промышленности перекрыть поступление доходов от Кумтора после завершения деятельности за счет других проектов на ближайшие 4-5 лет не представляется возможным. Наибольшая концентрация заводов и фабрик в Бишкеке – 566 и в Чуйской области – 471. Та же пищеперерабатывающая отрасль за 2018 год принесла немного налогов, всего около 2 миллиардов. Конкурентоспособность нашей продукции низкая. За 3 года с момента вступления в ЕАЭС завоевывать место на рынках получается с трудом. Вот сейчас летний период. Наши фермеры будут поставлять сельскохозяйственную продукцию, например, в тот же Казахстан. Для этого фермер должен приехать в Бишкек, в частную компанию обратиться, то есть купить у них программу, купить у них электронно-цифровую подпись, вернуться к себе и уже через электронно-цифровую подпись оформить документ для того, чтобы сделать легальный законный экспорт в страны ЕАЭС. Но не через БП-инфоком, где цифровая подпись стоит 90 сом, а именно через частные компании, где она стоит 1900 сом плюс годовое обслуживание. Очень важно создать механизмы, стимулирующие объединять людей, фермеров в большие агрокомпании, в кооперацию. Принцип «одно село, одна моносельхозкультура», когда начиная от селекции семян, агроконсультации, заканчивая уже даже переработкой. А посередине это еще и техника, которая позволит убрать множество ручного труда, а следовательно убрать вот эту мелкотоварность и высокие издержки. Важная роль в промышленности у наших швейников. От челночества с реэкспортом в 90-х многие сумели влиться в эту струю с местным пошивом. Одежду из Кыргызстана теперь хорошо знают в России и Казахстане. Но для прогресса нужны большие заказы, а для их реализации крупные технопарки. Мы сегодня подняли вопрос о скорейшем принятии закона, которое было принято в январе. Постановление правительства вышло, оно направлено в Югорку Кенеш для того, чтобы мелкие цеха превращались, то есть стимулировать более крупные предприятия. И, конечно, сегодня второй главный вопрос – поддержку кластерного производства по выделению длинных кредитов и рассмотрению вопроса стимулирования соответствующих субсидий для завершения, для начала, для строительства промышленных зон.
Сегодня бизнес открыто рассказал и о проблемах с госорганами. Несмотря на бесконечные заявления руководства страны о необходимости помогать, а не душить проверками, дела обстоят так. Участились случаи, когда правоохранительные органы, пусть это будет финансовая полиция, прокуратура или ГКМБ, больше начали участвовать в процессах экономических, больше начали проводить проверки. Это мы связываем с фондом по борьбе с коррупцией, который был открыт недавно. Да? И этот фонд, он больше стал, наверное, как источником, скажем, финансирования этих же органов. То есть, соответственно, получается, идет гонка между госорганами на то, чтобы побольше наполнить этот фонд, этот счет. Проблемы предпринимателей были зафиксированы, а предложения приняты. Суронбай Джинбеков счел это первое заседание более чем эффективным и отметил, что подобные встречи, вероятно, будут проводиться 3 раза в год. Елена Яковлева, Владимир Кулбалдиев, НТС.